День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайшее время. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Страшная трагедия на реке Лени. 7 человек, в том числе 3 детей, погибли на отдыхе. Как остановить эту страшную статистику и какие меры нужно наконец-то предпринять, чтобы перестали гибнуть люди? Все равно все купаются где хотят. Но получается, что вы за свою жизнь не боитесь? Нет. Глава республики Айсен Николаев с рабочим визитом посетил Верхневилюйский и Нюрбинский районы. За ходом поездки следила наша съемочная группа. Сейчас на стройке работает порядка 200 человек. Работают студенты Якутского университета. Они сегодня проходят преддипломную практику здесь. Нападение на журналистов. Мэр Вилюйска отказался отвечать на неудобные вопросы про ремонт дорог и написал заявление в полицию. Ездить, в принципе, невозможно. Тряска, биение, машины гробятся, прочее. В Якутске прошло совещание лидеры цифрового развития. Обсуждать развитие IT-отрасли собрались делегаты 82 регионов страны. Сейчас идет монтаж уже оборудования даже на канале ОТР «Общественное телевидение России». Будет предоставлено 5 часов вещания, утренняя и вечерняя врезка ежедневно для региональных телеканалов. Начинается процесс проектирования Тамторского редкометального месторождения в Оленёкском районе. Производство планируют запустить уже в 2023 году. Даже непосредственно эту руду мы видим 44 микрорентгена в час, что вполне в рамках полной безопасности. Страшная трагедия произошла в Якутске в начале этой недели. Во время отдыха на реке Ленин недалеко от города погибли 7 человек, из них 3 детей. Глава республики Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших. В столице был объявлен траур. Почему администрация города и ответственные службы не были готовы к началу купального сезона? И делает ли кто-нибудь какие-нибудь выводы, чтобы остановить страшную статистику? В причинах этой ужасной трагедии разбиралась моя коллега Анастасия Кобузева. В понедельник всю страну потрясла новость о гибели 7 человек на реке Лени. На несанкционированном пляже вблизи острова Пономарев отдыхали 11 человек. Во время купания дети остались без присмотра, стали тонуть, звали на помощь. На их крики прибежали взрослые, но спасти детей не удалось. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и сотрудники центра ГИМС. 2 детей удалось извлечь из воды. При проведении реанимации на берегу детей не удалось спасти. Также спасателями из воды были извлечены тела 4 взрослых и еще 1 ребенка. Итого погибло 7 человек, 3 из которых дети. Власти региона заявили о необходимости принять дополнительные меры безопасности на водных объектах. Такой трагедии больше не должно повториться. Нам нужно сейчас особое внимание уделить местам, где не санкционированы места купания, профилактику с населением, особое внимание на поведение детей на водных объектах, чтобы дети не находились без присмотра взрослых людей. К слову, администрация города Якутска к купальному сезону, мягко говоря, не была готова. Комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала провести месячник по безопасности на воде с 1 июня. Но администрация сделала это аж спустя 3 недели. Более того, о том, какие работы выполнены в небезызвестной Петуховке, заместитель мэра города Федоров и вовсе не знает. По Петуховке вы там какие меры дополнительно приняли? Город Якутск? Да. Но мы в рамках плана мероприятий на сегодняшний день только обходы, профбеседы и устранение шлагов. Но мы же там вообще перекрывали полностью проезд. Сейчас там проезд перекрыт. Не могу доложить. Нет информации. Вот съездите, пожалуйста, и проверьте. Потому что раньше мы всегда там перекрывали. К сожалению, трагические случаи ничему не учат. Наша съемочная группа вместе с госинспекторами через 2 дня после несчастного случая отправилась в рейд по так называемым диким пляжам. И вот что мы увидели.
Здесь заканчивается территория городского санкционированного пляжа. Вот там установлены последние буй. Заплывать за него категорически запрещено. Но, как видите, за моей спиной купаются десятки людей. И похоже, что за свою жизнь они совершенно не боятся. На диком пляже много детей. Они совершенно одни. Инспекторы объясняют им, что купаться можно только со взрослыми и в специально отведенном для этого месте. Далее дают памятку о поведении на пляже и просят уйти. И часто ты так один ходишь купаться? Нет. Больше сюда не придете? Да. Ну, только с родителями. Вы тоже? Да, я маме вчера еще сказала, что я купаться пойду с друзьями. Она сказала, хорошо, приготовила мне вещи, и я пошел купаться. Вот не боитесь купаться не на территории? Мало ли что может случиться? Нет. Идем дальше и видим классическую картину. Солнце, река, молодые люди и алкоголь. Под горячительными напитками им море по колено. Все равно все купаются где хотят. Но получается, что вы за свою жизнь не боитесь? Нет. Люди пренебрегают элементарными правилами безопасности. Они уверены, что места для отдыха выбирают надежные и в любой экстренной ситуации смогут себе помочь. Но, как говорится, большая вода ошибок не прощает. Делают шаг влево, шаг вправо и все, и уходят. А там глубина. А у нас что получается? Метр над поверхностью вода еще более-менее теплая. Ну, там градусов до 25, да, составляет. А уже с ниже метра вода уже становится холоднее, холоднее, холоднее. Соответственно, чем мы глубже ныряем, у нас может быть судороги рук, судороги ног, что, в принципе, и приводит к очень панике. Вывод напрашивается лишь один. В первую очередь люди сами должны беспокоиться за свою жизнь, купаться только в разрешенных местах. В Якутии после трагического случая усилят меры безопасности на воде, в том числе поручено оборудовать дикие пляжи спасательными пунктами. Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело. Но, к сожалению, все это уже не вернет тех, кто в понедельник утонул вблизи острова Пономарев. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Илья Сыромятников. Якутия. День за днем. В ходе рабочей поездки в Верхневилюйский улус глава республики Айсен Николаев посетил социальные объекты в нескольких городах. В Верхневилюйске глава Якутии встретился с работниками Центральной районной больницы, ознакомился с планами по строительству нового корпуса Верхневилюйской средней школы номер 2 и проверил ход строительства интерната на 100 мест для республиканской гимназии. В селе Хуро Айсен Николаев осмотрел строящийся ясли-сад, а в селе Тамалакан оценил проект совмещенного здания детского сада и малокомплектной школы. На уходящей неделе глава региона с рабочим визитом также посетил Нюрбинский район. Он провел ряд совещаний, посетил строящиеся объекты, а также встретился с простыми рабочими Нюрбинского района. Подробности у наших коллег. Свой визит в Нюрбинский район Айсен Николаев начал с посещения строящегося на 756-м километре федеральной автодороги Вилюй мостового перехода через реку Мархо. К слову сказать, это один из самых крупных мостовых переходов на федеральных автодорогах. Окончание его строительства позволит решить транспортные проблемы не только Вилюйской группы районов, но и всей Западной Якутии. Подрядная организация «Сибмост» доложила Айсену Сергеевичу, что работа идет по плану, отставания от графика нет. Вот в эксплуатацию будет в этом году, как и запланировано. Сейчас на стройке работает порядка 200 человек. Работают студенты Якутского университета. Они сегодня проходят преддипломную практику здесь. Я думаю, что все задачи, которые стоят перед мостостроителем, они будут выполнены. Мост мы сдадим 31 октября этого года. Мост уникальный, мост, который позволит соединить Жархан, позволит соединить Нюрбинский улус, соединить два берега реки Мархи. Работает компания «Сибмост» ударно. Я думаю, что мы жителей не подведем. Далее глава Айсен Николаев встретился с работниками сельского хозяйства района, сенокосчиками МТС Нюрба-Агро, а также посетил систему лиманного орошения Левобережья. Здесь мелиораторы наглядно показали главе всю мелиоративную систему района и озвучили ряд своих пожеланий в плане увеличения объемов работ и реконструкции шлюзов-регуляторов. И сразу после этого Илдархан посетил Нюрбинскую птицефабрику, где ознакомился с работой предприятия после восстановления в результате прошлогодней аварии в здании птицефабрики. Затем Айсен Николаев дал старт строительству нового здания Нюрбинского государственного передвижного драматического театра. Этот год театра, поэтому по всей России там строят сейчас 8 театров, по всей России. А в России где-то 800 театров.
И в число вот этих театров, которые строятся, вошел наш театр. В 2021 году это 55 лет будет, как мы ждали. Вот откроем через 55 лет новый театр. Объект будет строиться на средства, вырученные от продажи акций Алроса Нюрба. Сегодня мы стали свидетелями исторического события. В рамках Года театра в России начнется строительство Нюрбинского драмтеатра. С момента его основания прошло 53 года, но до сих пор у театра нет своего здания. Уверен, что к концу 2021 года здесь появится замечательный объект, о котором мечтали многие поколения нюрбинцев. Это еще больше приблизит Нюрбу к статусу хорошего современного города, сказал глава Якутии. Объект со зрительным залом на 240 мест, малым и репетиционным залами будет сдан в эксплуатацию в декабре 2021 года. Строительством займется компания РДР Групп. Которую мы сегодня приняли, начиная в поддержке проекта по созданию специального учреждения государственного по мегжекской породе лошади, заканчивая уже вот вопросами непосредственно субсидирования по мелиорации, они в конечном итоге позволят развиваться сельскому хозяйству и не только вот Нюрбинского района, не только Вилюйской группы районов, но и в целом нашей республики. И в конце рабочего визита глава региона провел совещание по вопросам кормозаготовки в Вилюйской группе улусов с участием глав и руководителей сельхозпредприятий Вилюйской зоны. На совещании были рассмотрены немаловажные вопросы, начиная от субсидирования на молоко, заканчивая подготовкой резервного фонда кормозаготовки республики. Подводя итоги, Айсен Николаев сказал, что ему понравился настрой нюрбинцев, и особенно это было заметно во время закладки первой сваи нового здания Нюрбинского драмтеатра. Также глава региона подчеркнул, что в следующем году завершится строительство мостового перехода через речку Тюкян на 702-м километре федеральной дороги в Вилюй. А в последующие 5 лет Убрдор-Вилюй займется строительством мостовых переходов через реку Вилюй, самый крупный из которых будет расположен в Верхневилюйском улусе. Это позволит получить круглогодичное автомобильное сообщение по маршруту Иркутск-Мирный, Якутск-Магадан. Роман Савинов, Эдуард Васильев. День за днем. Нюрба. Спросили про плохие дороги, а вместо ответа попали в полицию. Вопиющий случай произошел со съемочной группой нашего канала в Вилюйске, жители которого уже который год жалуются на плохие дороги и отсутствие ремонта. Выяснить, почему так, решили наши журналисты и задали вопрос мэру города. Что было дальше, с места событий в материале Евгения Тайтонова. Нашей съемочной бригаде предстояло подготовить сюжет о дорогах в городе, строительство, ремонт, качество и, конечно, оценка работы тех же строителей, что говорят об этом сами жители Вилюйска. Вот с опросом местных жителей мы и начали. Довольных качеством вилюйских дорог не нашли. Ну, смотри, какой. Ездил, да? Да ездил. О, да. У меня настроение падает даже от этой вида дорог. Ездить, в принципе, невозможно. Тряска, биение, машины гробятся, прочее. Ну, раз нет вилюйских дорог, значит, надо спросить мэра, почему их нет. Мы и отправились в мэрию. И вот удача. Тут же встретили самого Нюргустана Владимировича. Представились и попросили дать комментарий. Отвечать на наши вопросы глава города отказался. После неудавшегося разговора с мэром мы продолжили съемки на улицах города. В ходе опроса у жителей города Вилюйска о состоянии дорог к нам подошел участковый и сообщил, что на меня и на моего оператора поступило письменное заявление от глубоко уважаемого и избранного народом мэра города Вилюйска Нюргустана Владимировича Афанасьева и попросил нас пройти с ним в отделение. Мы, естественно, согласились и рассказали, что же на самом деле случилось. А случилось то, что была нарушена статья 144 Уголовного кодекса Российской Федерации «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Согласно закону о СМИ, журналист в рамках своей профессиональной деятельности имеет право задавать любые вопросы в любое время любым людям, независимо от их статуса. Это, на мой взгляд, очень большая глупость со стороны руководителя муниципального образования. Я уж какие только ко мне люди не подходят, не рвутся и так далее, но что-то там задерживать, там какие-то вещи делать, у меня даже в уме нету, тем более представители средств массовой информации. Поэтому, конечно же, это неправильно. Вот сейчас это событие, это, конечно, показатель не очень правильное понимание роли главы вообще местного самоуправления и вообще
его стиль, его работы, на мой взгляд, это не очень хороший. Городу Вилюйску на самом деле выделяются денежные средства на строительство и ремонт дорог. Вот, например, на официальном сайте госзакупок есть информация об объявленном городом тендере на 75 миллионов рублей. Правда, он был объявлен в июне месяце, тогда, когда дорога уже должна была строиться. Но проблема в том, что он так и не состоялся. Никто не подал заявки. Как итог нашей командировки мы увидели в Вилюйске ужасные дороги, отсутствие всякого благоустройства улиц. И на свои вопросы внятных ответов так и не получили. Куда же тратятся бюджетные деньги, выделенные городу, выяснить так и не удалось. Евгений Тайтонов, Денис Тишин, Джулустан Иннокентьев, Григорий Хлопков, Якутия. День за днем. Глава республики Айсен Николаев не только осудил поведение должностного лица, отметив, что городскому главе Нургустану Афанасьеву не стоило обращаться в полицию. Также глава региона отметил, что будет дано соответствующее поручение о проверке бюджета города Вилюйска на предмет целевого использования средств. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и смотрите далее. Как развиваться IT-отрасли, участников из 82 регионов страны собрал в Якутске форум «Лидеры цифрового развития». Уже 25 лет Центр «Вымпел» организует патриотические лагеря для детей по всей России. С ребятами из Мирнинского района встретились наши коллеги. Мы продолжаем программу. В Оленёкском районе начинается процесс проектирования Тамторского редкометального месторождения. Начиная с третьего квартала 2019 года по 2021 год будет проводиться подготовка проектной документации, прохождение экспертиз, затем начнутся строительно-монтажные работы. И уже в 2023 году будет запущено производство. На месте побывал наш корреспондент Юрий Осипов. О существовании месторождения местные жители знали уже десятилетия назад и, по их собственному признанию, ждали, когда начнут его разрабатывать. Набирать на работу будут в первую очередь местных специалистов. Наши деды, бабушки, пожилые, мы тоже. И молодежь тоже заинтересован очень. И постоянно Восток-Инжиниринг на проверку вызывают. Молодежь активно участвует. Мы проверяем каждую машину проезжающую, которые возили НИОБИ. Большое внимание уделяется экологической составляющей реализуемого проекта. Опасения населения вызывает возможный вред, который может причинить разработка редкометального месторождения. Мы ежегодно выезжаем на эту местность Буранной. Мы с экологами почти месяц там работали. Пока чисто, аккуратно, и мы видим, что пока никаких таких волнений, можно сказать, испытывать по поводу экологических этих вопросов нет. На участке был проведен комплекс различных предпроектных изысканий. Были собраны около 100 тонн образцов горной породы. Даже непосредственно эту руду мы видим 44 микрорентгена в час, что вполне в рамках полной безопасности. Несмотря на то, что о существовании месторождения было известно давно, его разработкой не занимались из-за труднодоступности и сложных климатических условий. Кроме того, обычные методы обогащения для руды, которая будет добываться на Тамторском месторождении, не работают из-за тончайшего взаимопрорастания минералов, что в свою очередь требует специализированных конструкционных материалов. Основная стройка, конечно, это комбинат. Там очень сложная гидрометаллургическая технология, многоступенчатая, уникальная, можно сказать, технология, которая позволяет выделить эти металлы из состава руды. Руда дважды упорная, а различные исследования показали, что она совершенно не поддается никакому виду обогащения. Месторождение находится в 325 километрах от села Оленек. Сейчас здесь находится только временный лагерь, в котором могут с комфортом жить около 50 человек, но совсем скоро здесь появится полноценный вахтовый поселок, в котором смогут жить и работать около 500 человек.
В год от месторождения до производства будет транспортироваться около 160 тонн руды. Если сегодня Россия импортирует 100% необия и почти все потребляемые редкоземельные металлы, то после выхода на полную мощность ожидается, что проект займет до 16% мирового рынка необия и до 3% мирового рынка редкоземельных металлов. Добытая здесь руда будет перерабатываться в Забайкальском крае. Это тоже связано с вопросами экологической безопасности. Общий путь до гидрометаллургического комбината составит около 11 тысяч километров. Промышленность играет огромную роль в жизни Альнёкского района. На территории Улуса теперь работает 3 крупных недропользователя. Несмотря на то, что Восток Инжиниринг еще не приступил к основной работе, но уже активно сотрудничает с Альнёкским районом. Промышленность вообще в нашем районе это занимает основную долю в экономике. И благодаря сегодня поступлениям от промышленности мы меняем свою жизнь кардинально. Мы строим школы, сады самостоятельно. Мы самостоятельно строим котельные, электростанции. В планах у нас КОС-ВОЗ во всех поселках. Масштабный проект затрагивает не только жителей Якутии, но и другие регионы страны. Что вообще этот проект несет сегодня для жителей Красноярского края? Объективно могу сказать. Это первое, это развитие социальной инфраструктуры, это дополнительные рабочие места. При этом сохраняется, что важно, традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов Севера. По словам руководства, с 3-го квартала 2019 по 2021 год будет проводиться подготовка проектной документации, а также прохождение экспертиз. После этого начнутся строительно-монтажные работы, и уже в 2023 году будет запущено производство. В том же году первая партия руды отправится на переработку. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Гаврил Старостин, Якутия. День за днем. В Якутии завершилось масштабное деловое мероприятие «Межрегиональное совещание. Лидеры цифрового развития». Более 280 участников из 82 регионов России, представители бизнеса, органов власти и общественных организаций обсуждали преодоление цифрового неравенства, внедрение инноваций в повседневную жизнь и другие актуальные вопросы. На мероприятии побывал и наш корреспондент Денис Тишин. 7000 километров оптоволоконных сетей за 6 лет и 13 миллиардов рублей, вложенных в развитие связи в Якутии. 70% экспорта IT-технологий приходится на нашу республику. Столь впечатляющие цифры говорят сами за себя. На сегодняшний день Республика Саха-Якутия – лидер по развитию отрасли высоких технологий в Дальневосточном федеральном округе. До 2024 года здесь планируется построить еще 9000 километров оптоволоконных сетей. Недавно в Якутии была принята программа цифрового развития и трансформации. Она предусматривает создание до 2035 года в каждом улусе отдельного IT-центра. А это не только расширение цифровой инфраструктуры, но и создание новых рабочих мест. Будет решаться вопрос Севморпути, прокладки ВОЛС, да, есть проект Хельсинки-Токио. Мы будем разговаривать по строительству нового дата-центра в Якутске. Мы также рассматриваем вопросы именно внедрения, скажем так, поддержки наших инициатив, в частности, Мегафон будет поддерживать расширение нашего портала OneClick на всю Якутию. На самом деле Якутию оцифруем в ближайшие 5 лет. Первый день межрегионального совещания «Лидеры цифрового развития» был посвящен недавно созданному IT-парку, единственному на Дальнем Востоке. Участникам совещания показали и рассказали о стартап-проектах, которые реализуются на территории парка. От разработки и производства спутниковых ошейников для сельхозживотных до программы «Добрый сосед». И, конечно же, провели в пример самые успешные якутские проекты «Майтона» и «Индрайвер», которые уже давно вышли на российский и международный уровень. А также школу Алексея Илларионова, которая готовит будущих специалистов для IT-отрасли уже с 7-го класса. Выпускники школы работают в лучших компаниях Якутии, в Майтоне, в Индрайвере. И у них есть собственная платформа для обучения школьников. Тоже регион это понимает, что это как бы продукт, который готов к масштабированию. Они спрашивают сразу, можно ли мы у себя будем внедрять его. Алексей Ларионов говорит, конечно, давайте.
На сегодняшний день в Якутске действует уже 50 таких учебных заведений. В первый день цифрового форума участники, представители бизнеса, органов власти и общественных организаций делились опытом и своими наработками в сфере высоких технологий. У нас семимильными шагами, опять же, внедряется стратегия умного города, да, стратегия, значит, цифрового образования, да, ну и так далее. Опять же, сейчас стартует проект УЦН, то есть устранение цифрового неравенства, да, подключение социально значимых объектов. Мы надеемся расширить круг знакомств и рассказать о опыте внедрения наших информационных систем в ряде регионов Российской Федерации. На форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве между Министерством инноваций и цифрового развития Якутии и Министерством информационного развития и связи Пермского края, а также Федеральным предприятием «Космическая связь» и Техническим центром телевидения и радиовещания Республики Саха-Якутия. Подписание соглашения с каждым регионом для нас – это внимание и особые условия для региона по предоставлению услуг связи, широкополосного доступа, телевизионного вещания, того развития, которое позволяет населению региона получать самые современные услуги связи сегодня. Выставка проектов в сфере IT, автоматизации, информатизации связи – еще одно знаковое мероприятие форума. Его посетили заместитель председателя правительства России Максим Акимов и министр цифрового развития и связи Константин Носков. Наша игра основана на биологической обратной связи, и мы используем именно акселерометр в смартфоне. Свои наработки и изобретения представили инновационные компании из различных регионов России. Это и программное обеспечение для госпредприятий, и виртуальные технологии, а также умный робот-мойщик из Якутии. Это ведроид, или, как его шутливо называют сами разработчики, ведро на колесах. Его главное преимущество, конечно, недорогая цена, но еще он умеет взаимодействовать с другими роботами и станцией обслуживания, что позволяет использовать его в самых различных отраслях. И, например, в аэропортах, железнодорожных вокзалах и на заводах. Программа форума «Лидеры цифрового развития» была предельно насыщенной. Пленарная сессия, посвященная развитию цифровой инфраструктуры в регионах и цифровизации различных отраслей экономики, вызвала живой интерес у участников. Они спорили, делились опытом и узнали для себя много полезной и интересной информации. В первую очередь сейчас рассматриваем на данных форумах именно те уже внедренные в других субъектах положительные какие-то программы, программное обеспечение, которые можем уже реализовывать у себя. Преодоление цифрового неравенства и обеспечение связью трудодоступных мест нашей страны. Федеральный центр готов оказать поддержку регионам в решении этих проблем, в том числе и финансовую. Здесь у нас предстоит огромная работа, связанная и с проектами по удешевлению спутникового сигнала, ну и главным образом по прокладке оптоволокна. Это подключение социально значимых объектов. Мы приехали вот со свежеотыгранным тендером, завершили контрактование, в частности, по Якутии. И, как и следует из поручения президента, мы в ближайшие 3 года эту работу завершим. Мы с Александром Сергеевичем сегодня обсудили, как ее лучшим образом организовать. Будет создана рабочая группа. Мы сейчас согласуем планы графики подключения объектов. Мы сейчас обсуждаем с компанией ГПКС, предприятием «Космическая связь», которая все-таки обладает наибольшим ресурсом по спутниковой связи, возможность удешевления, достаточно существенного удешевления связи спутниковой, потому что в целом, хочу сказать, что на спутниках достаточно большой невыбранный ресурс. Поэтому я подталкиваю предприятия к тому, чтобы снизить цены и сильно увеличить потребление, за счет чего экономика сохранится. Глава Якутии Айсен Николаев также подчеркнул важность развития цифровизации в республике и подготовки квалифицированных специалистов в сфере высоких технологий. Мы, безусловно, должны готовить не сотни, а тысячи людей, специалистов в IT-отрасли. Я помню время, когда у нас их в Якутске было немногим больше 100. Сегодня уже 1500 людей, которые профессионально работают в IT-компаниях. Мы надеемся, что к 2024 году число их будет 10 тысяч. Конечно, для этого нужна массовая подготовка специалистов, переподготовка специалистов. И то, что вот сегодня Якутия победила в конкурсе по проекту «Кадры цифровой экономики», мы получили право
обучить 1000 человек в различных учебных заведениях. В 50 колледжах республики будут совместно с IT-компаниями тоже проходить курсы по переобучению, обучению людей. Это нам достаточно серьезно позволит решить проблему сегодняшнего дня. Не случайно, что именно на совещании лидеры цифрового развития было подписано соглашение между правительствами Якутии и Нижегородской области о подготовке кадров для государственной службы нашей республики. Это должно повысить эффективность органов власти Якутии. Денис Тишин и Григорий Хлопков. Якутия день за днем. В Якутии впервые развернулся самый известный в России военно-патриотический лагерь «Вымпел». На 10 дней ребята со всего Мирнинского района одели форму, решив испытать, что такое служба в вооруженных силах. Подробнее расскажет Марфирина Алексеева. Этот летний лагерь не похож на все остальные. Вместо вожатого – офицеры и спецназы. Вместо зорницы – уроки выживания. Центр «Вымпел» на протяжении 25 лет организует лагеря почти во всех федеральных округах России. Программа обучения ребят проходит по методике подготовки бойцов спецподразделения, адаптированная под детский возраст. Движение растет. Держу. За время смены участники будут жить в палатках, выживать в экстремальных условиях, встретить ветеранов Великой Отечественной войны. Пройдут такие дисциплины, как огневая подготовка, топография, основы маскировки, самообороны, нравственное воспитание и оказание помощи пострадавшему. Ребята уже посетили Вилюйскую ГЭС, пожарную часть, с ночевкой произвели боевой выход на природу. В экипировку каждого входил вещмешок и автомат. Курсанты сами ставили палатки, готовили пищу на костре. Была отработка боевого выхода, атака из засад и захват условного противника. Они учатся доверять друг другу и побеждать себя. И вот то чувство, когда они побеждают себя, вот свою лень, свое не хочу. И когда они добиваются каких-то успехов, у них глаза горят. Общение с действующими бойцами спецподразделений. Естественно, им очень нравится работать с оружием. У них их заряжает, они действительно хотят подражать этим людям. Для них они являются очень хорошим примером. Ну и чувство здоровой конкуренции. В таких же условиях на протяжении всей смены будут жить и курировать ребят 4 инструктора, приехавшие из Курганской области и из города Ханты-Мансийск. Люди, прошедшие огонь и воду и медные трубы, участвовавшие в боевых действиях, все практически отслужили в подразделениях специального назначения, в разведподразделениях. То есть инструкторам есть что рассказать. Всего в лагере 25 ребят. Среди них есть 2 девочки. Вообще, я думала, что я буду одна, но я все равно силами не падала. Я очень рада, что со мной есть еще кто может со мной пообщаться из девочек. Вот. И мне очень понравилось, что нас всего 2 и комната, сама палатка всего на 2. Я хочу узнать, на что я способна и смогу ли я вообще выдержать. Я пошел. Когда я узнал, я так обрадовался. Что такое место есть. Во-первых, я могу похудеть. Во-вторых, то, что я когда в армию пойду, мне не так уж будет трудно. И в-третьих, я могу защищать свою родину. Администрация района с центром «Вымпел» сотрудничает уже на протяжении 3 лет. Ежегодно некоторые ребята получали путевку в летние лагеря центра. В этом же году все иначе. Лагерь впервые организовали в Мирнинском районе. Есть проблема с детьми в летний сезон, конкретно с детьми, которые стоят в различных видах учета, которые требуют особого подхода. Да, и вот мы решили совместно с управлением социальной политикой, что у них там планировался грант, что попытаемся реализовать даже в этом году. То есть мы не планировали, что будет так все в этом году реализовано, планировали еще пару лет пособирать информацию, подготовить людей. Отличившиеся стойкостью ребята после окончания работы лагеря получат васильковые береты президентского полка. Помимо беретов, некоторым ребятам предоставят 3 путевки во всероссийский детский лагерь «Океан» на смену под названием «Дальневосточный рубеж», который пройдет осенью этого года в городе Владивосток. Марфирина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирнинский район. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.